Доброе утро, Якутия. Пусть этот день будет наполнен радостью, любовью и самыми приятными моментами. Сегодня пятница, 14 марта. Давайте начнем ее с порции хороших новостей. Вот на ипподроме Агату, Якутска, вот уже 8 лет живет храбрый кот по имени Петя. Он не только дружит с лошадьми и спит рядом с ними, но и стал настоящим мастером массажа. Заботливо разминает им спины и никого не боится. В отличие от своей подруги кошки Насти, Петя не увлекается катанием на санях. Говорят, что даже при минус 50 градусах он смело выходит гулять на улицу, наслаждаясь морозным воздухом. Да, действительно такое по-настоящему Не хорошее начало. каждый человек может выйти в минус 50 и Ну да, кстати, наслаждаться свежим воздухом. я вообще думал, кошки уже в минус 20 стараются Смотри, не выходить на улицу. по-хозяйски, да, он себя ведет прямо. Чувствует себя хозяином, да. Ну а в этом году одним из главных ожидаемых событий, какое событие, узнаем после выпуска новостей. Доброе утро, коллеги! Далее блок новостей. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил перед вооруженными силами РФ задачу в ближайшее время в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия. Полностью освободить территорию Курской области, сказал Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления Курской группировки войск. Президент добавил, что необходимо восстановить положение вдоль линии государственной границы. На протяжении нескольких лет администрация Ленского района для решения жилищных проблем в рамках программы обеспечения качественным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг выделяет из бюджета средства для улучшения жилищных условий работникам бюджетной сферы и молодым семьям. В этом году финансирование из федерального и регионального бюджета значительно уменьшилось, но это не помешало реализовать условия программы. Так, на днях в администрации Ленского района прошло торжественное вручение жилищных сертификатов 25 молодым семьям. В 2025 году сертификаты на приобретение жилья получило 23 семьи. Социальная выплата рассчитывается индивидуально в зависимости от количества членов семьи и утвержденной стоимости 1 квадратного метра. Так, стоимость 1 квадратного метра по району увеличилась с 59 тысяч рублей до 72. В связи с этим социальная выплата в 2025 году в среднем на семью из 4 человек составляет 1 800 000, из 3 человек 1 400 000 и из 2 – 1 000 000 рублей. Эти деньги участники программы вправе потратить как на покупку жилья или строительство, так и на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение ипотеки. День коневода-табунщика состоится в Мегино-Канаулском улусе. В рамках мероприятия пройдет республиканское соревнование коневодов в ипподроме Куон-Карах. Участников ждет эстафета из 4 этапов в общей дистанции 1700 метров. Каждую команду представят 4 участника, в том числе 1 юноша в возрасте до 18 лет и 1 ветеран в возрасте старше 50 лет. К участию в соревновании допускаются только рабочие лошади якутских пород высотой в холке до 140 сантиметров включительно. Один из важных вопросов будет вопросы, сельхозпала, потому что сельхозпал нужен, но нам федеральный закон, норма запрещает, потому и ставится вопрос проведения контрольного отжига, планового контрольного отжига, совместно государственным предприятием «Лесресурс», и мы должны составить план. В Якутске на базе детской юношеской спортивной школы номер 5 стартовал квалификационный турнир по стрельбе из лука. Участие в нем принимают 127 юных спортсменов до 14 лет. Все они не имеют разряда, а эти соревнования станут для них шансом получить его и, соответственно, открыть для себя дорогу на другие состязания различного уровня. Ребятам предстоит совершить выстрелы на расстоянии 12 метров с классического, традиционного и блочного лука. Турнир продлится 2 дня, и итоги будут проведены 14 марта. По его результатам спортсмены получат 1, 2 и 3 юношеские разряды.
В этом году я специально сделала 2019 год, потому что у нас следующие дети Азии как раз ориентированы на дети, 2019 будут участвовать на детях Азии. И поэтому я хотела сперва сделать 13 года рождения, а потом подумала, что надо обязательно, чтобы 19 года дети тоже поучаствовали. Доброе утро. Ну а тем, кто сейчас собирается на работу, в школу, на какие-то занятия, конечно, мы не можем отпустить вас без свежего прогноза погоды. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 36 градусов мороза, днем ожидается до 19. В Заречной группе 42 утром, днем до 19. В Южных 27 утром, днем минус 14. В Вилюйской группе 34 утром, днем до минус 15. В Нижнеленских 29 утром, днем 19. В Западных 26 утром, днем минус 11. В Коломенде-Гирской группе 45 утром, днем ожидается до минус 26. В Янских минус 40 утром, днем до минус 23. На северо-западе 21 утром, днем минус 14. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила 35 градусов мороза, атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 1 метра в секунду. Днем нам обещают солнечно, без осадков. Ветер подует южный от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем в городе Якутске минус 13-15 градусов. Но в этом году одним из главных и ожидаемых событий для всей республики, в особенности для нерюнгринцев, станет республиканский эссе Халанхо. Подготовка к мероприятию уже началась, а также в этом году Нерюнгринский район отметит свое 50-летие. О том, какие ключевые мероприятия и проекты запланированы в честь этих знаменательных событий, расскажет наш гость, глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк. Роман Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Как идет подготовка к республиканскому эссе Халанхо и какие мероприятия уже прошли в рамках подготовки? Да, насколько готовность какая, на сегодня? На самом деле, да, действительно, в этом году, этот год полон юбилеев для Нерюнгринского района, как, в принципе, и для всей республики. У нас и 50-летие нашего района и города Нерюнгри, эссе Халанхо, наш самый главный праздник 80-летия Великой Победы. Поэтому, естественно, ко всем мероприятиям этим готовимся без исключения с полной отдачей. Но особое место в этой подготовке занимает, конечно, история с эссе Халанхо. Это долгое время на Нерюнгринской земле не было таких масштабных республиканских мероприятий, и поэтому здесь, конечно, нам все начинаем сначала, как говорится. И в том числе и начиная с места подготовки, ведь ни для кого не секрет, что сама поляна, где проводятся масштабные такие мероприятия, и тем более эссе Халанхо, это такое место сакральное, которому необходима определенная подготовка. И поэтому у нас все стадии складывались, как говорится, в первый раз. Это от поиска места до проведения земляных работ, вплоть до высадки травы. Потому что, как вы знаете, что наш район – это горы, скалы, и поэтому нет у нас привычных аласов, как Заречье в центральной нашей Якутии. Поэтому вот такая огромная работа уже была проведена в 2024 году. И сегодня эта работа ни на день не останавливается. И вот в зиму работают бригады. Мы готовимся, изо всех сил готовимся. Я думаю, что все нерюнгринцы без исключения понимают ответственность, которая на них лежит. Потому что каждый год уровень проведения данного мероприятия растет. И, конечно, мы не можем, как говорится, ударить в грязь лицом и как-то сбавить тот уровень, который сейчас достигла республика в проведении этого праздника. Поэтому стараемся, и я уверен, что у нас все получится, потому что нерюнгринцы, жители нашего района, необыкновенно трудолюбивые люди, необыкновенно гостеприимные люди. И мы приложим максимум усилий, чтобы не подвести и провести эссе Халанхо на достойном организационном уровне. Ну, вообще, особенные гости какие-то ожидаются? Да, лично по приглашению? Конечно. Мы будем приглашать. У нас очень много побратимов на территории всей Российской Федерации и за рубежом в том числе. Поэтому мы хотим обязательно наших побратимов. У нас есть побратимы. Это город Жодино, это Белорусская республика и город Хайхэ, Китайская Народная Республика. Мы обязательно их пригласим. Ну и также вот у нас есть Альметьевск, Донецкая Народная Республика, наши побратимы. Мы всех будем приглашать, чтобы они тоже увидели, как говорится, всю красоту наших национальных праздников и поняли,
кто их братья и с кем они дружат, что действительно Якутия необыкновенна. Самый большой, самый красивый регион нашей великой Родины. Ну, как мы уже отметили, еще одно важное событие в этом году отмечается. Это 50-летие Нерюнгринского района. Вот какие ключевые мероприятия и проекты запланированы в честь этой знаменательной даты? Да, это не менее важный праздник для нас, потому что 50 лет – это такой серьезный первый значимый юбилей. Наш район очень молодой, и город Нерюнгри очень молодой. И вот здесь нами был разработан ряд мероприятий, оргкомитет создан. В принципе, мы стандартно идем в рамках всех запланированных мероприятий, но основная часть мероприятий у нас придется на ноябрь месяц, ведь именно 6 ноября празднуется этот праздник, и поэтому но мы плавно посвящаем буквально все проводимые на территории района мероприятия в городе Нерюнгри этой юбилейной дате. Проводятся концерты, спортивные соревнования. Вот сегодня 3 дня мы работаем в городе Якутске большой делегацией в рамках празднования 50-летия. Проводим Дни Нерюнгринского района в городе Якутске. Порядка 300 человек прибыло с территории нашего района, которые выступают на многих площадках города, показывают свое мастерство, свое искусство. И вот вчера уже мы открывали эти дни представлением театра кукол. Представление было «Судьба», да, вот, в драматическом театре. Сегодня продолжаются спортивные мероприятия. Завтра гала-концерт будет в театре оперы и балета. И поэтому вот в таком формате, очень такими насыщенными днями мы будем и дальше двигаться на протяжении всего года, чтобы финалить эти все мероприятия уже в ноябре, куда также будем приглашать многих-многих гостей, и наших побратимов в том числе. Ну и ждем ветеранов. Очень важно пригласить на такие мероприятия, конечно, ветеранов, людей заслуженных, которые посвятили свои лучшие годы строительству такого промышленного гиганта, как Нерюнгринский район. Я вам хочу всегда благодарю этих людей за то, что они это сделали настолько надежно, что даже в какие-то годы лихолетия, да, вот эта надежность таким запасом, как говорится, строили, она никуда не делась. Она позволила нам пройти вот эти непростые годы. И сейчас это традиционное движение вперед. Нерюнгринский район – это вообще про движение вперед, про достижения, про труд. Это наша история, поэтому мы, нынешнее поколение жителей нашего района, стараемся не подвести наших уважаемых ветеранов и работать со всей отдачей. Какие приоритетные направления, цели сейчас стоят, да, на ближайшие годы у конкретно нерюнгринцев? Сегодня конкретные цели – это, конечно, реализация всех тех мегапроектов, во-первых, промышленные предприятия, да, сегодня на территории района действуют, развиваются благополучно. В прошлом году мы впервые стали бездотационным бюджетом, да, вот таким третьим, можно сказать, районом в республике, который бездотационный бюджет. А бездотационный бюджет – это все-таки уже бюджет развития, и поэтому сегодня мы вместе с депутатским корпусом, вместе с жителями района и наших поселений принимаем такие более смелые решения по развитию тех или иных направлений. Особые меры поддержки некоторым категориям граждан, да, которые в этом очень сильно нуждаются. Строительство новых объектов, замахиваемся на такие очень серьезные даже строительства и домов культуры в некоторых населенных пунктах, спортивных залов. Поэтому впереди большая работа. И самое главное здесь, знаете, поменять свое отношение к цифрам. Вот когда дотационный бюджет – это одно отношение, а когда профицитный бюджет – немножко другое отношение. Но я думаю, мы с этой историей справимся, тем более у нас такой очень серьезный депутатский корпус, который принимаем коллегиальные решения по дальнейшим нашим путям развития. Ну и, конечно, реализация различного рода республиканских программ и федеральных программ в том числе. Это такая серьезная работа, которую мы ни в коем случае не отодвигаем на второй план, потому что такие вещи позволяют нам действительно очень круто развиваться. Роман Михайлович, огромное вам спасибо за участие в нашем эфире. Мы желаем вам плодотворной работы. Вы, конечно, достойны принять этим летом жителей и гостей на Нерюнгринской земле на Исахи-Аланхо. Спасибо большое. Спасибо. Ну а день безобразно хорошего настроения и день бутерброда отмечается сегодня. А еще день рождения празднует видеомагнитофон. Помнишь такой? Видеомагнитофон? Конечно. Он был изобретен в прошлом веке, в 1956 году. Ну и сегодня видеомагнитофоны практически не популярны, но каждый из нас пользуется результатами этого изобретения. Например, современные веб-камеры являются его видоизмененными потомками и позволяют людям в любом уголке земного шара общаться между собой. Ну а какие еще даты и важные события, связанные с сегодняшним днем, узнаем прямо сейчас.
На календаре 14 марта. Сегодня День православной книги. Международный день рек, Международный день числа Пи. По народному календарю Евдокия Свистунья или Авдотья Плющиха. В этот день обычно свистели ветры и лед плющило. Считалось, что полученная из снега талая вода обладает целебной силой. Существовали приметы. На Евдокию теплый ветер, лето мокрое. Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом. Это день в истории. В 1794 году в этот день американец Эли Уитни получил патент на машинку для очистки хлопкового волокна. В 1808 году доктор Галь представил книгу «Исследование нервной системы вообще и мозг в частности». В 1900 году в США узаконили золотой стандарт. В 1924 году в этот день образован Главный суд ЯССР, ныне Верховный суд Республики Саха-Якутия. В 1956 году этот день считается днем рождения видеомагнитофона. Продемонстрирован первый в истории видеомагнитофон. В 2004 году главой Российской Федерации повторно избран Владимир Путин. В этот день родились Иоганн Штраус, австрийский композитор, скрипач и дирижер; Пауль Эрлих, немецкий врач, бактериолог, основоположник химиотерапии, нобелевский лауреат; Альберт Эйнштейн, немецкий физик, один из основателей современной физики, нобелевский лауреат; Николай Королев, советский спортсмен-боксер, заслуженный мастер спорта и тренер; Василий Песков, советский российский писатель, журналист, путешественник, телеведущий; Наина Ельцина, российский общественный деятель, первая леди России. Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга и Петр. Но мы желаем доброго утра всем, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24, НВК Саха. Кстати, напоминаем о нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Вы можете подписаться по QR-коду, а также просто в поиске набрать «Утро Якутии». Ну, там мы выкладываем обычно интересные сюжеты, новости и, конечно же, делаем игры специально для наших подписчиков. Да, поэтому будьте в курсе всех последних событий в нашем телеграм-канале. Исследование японских ученых показало, что даже 10-секундная растяжка помогает повысить уровень бодрости и запустить мыслительный процесс. А это как раз то, чего так не хватает большинству из нас. Всем доброе утро! Сегодня мы поработаем с вами на все тело, чтобы проработать каждую нашу мышцу. Итак, первое упражнение – это у нас полуприсед сумо. И делаем удары вперед. Расставили ножки шире плеч, слегка согнули ножки, садимся мы не до конца. Ручки держим перед собой и начинаем делать удары вперед. На выдохе держим статику и удар, 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 удар. Молодцы. Спокойненько дышим, пресс держим сильным. Мышцы не расслабляем, ножки у нас также напрягаются. Стоим на пяточках. Молодцы, еще немножко. Отлично. И следующее упражнение у нас выпад с шагом назад и подъем ручек над головой. Сделали выпад. Передняя ножка у нас опорная. Корпус слегка наклоняем вперед. Пресс держим сильным. Мышцы не расслабляем. На выдохе поднимаем ручки наверх, выдох и меняем ножки каждый раз. Молодцы, еще немножко. Хорошо. Снова становимся ножки шире плеч, опускаемся в полуприсед. И в этом положении мы должны качаться и при этом двигать руками. Ручки держим прямые перед собой. Делаем полуприсед. Ручки меняем. Отпускаем то одну ручку, то другую. На выдохе поднимаемся, таз отводим назад, колени вовнутрь не заворачиваем. Следующее упражнение у нас приседание пружинки с киком, ударом в сторону. Разворачиваем корпус и как бы словно делаем удар. Ножки слегка выпрямляем, но не до конца. Полуприсели и поднялись. Корпус слегка наклоняем вперед. Пресс держим сильным. Молодцы. Хорошо. И следующее упражнение у нас заключительное. Это у нас выпрыгивание. Ножки ставим чуть-чуть шире плеч, носочек смотрит вперед, либо слегка развернуты в сторону. Ручки держим перед собой, толкаем таз назад. На выдохе делаем прыжок и плавненько, аккуратненько садимся. 20 повторений.
Раз, два, три, 4, 5. Так, толкаем назад. 7, 8, 9, 10. У кого больные коленки, либо слишком большой вес, можете просто делать быстрые приседания. Еще 5 раз. Раз, два, 3, 4, 5. Отлично. Желаю всем продуктивного дня. Ни для кого не секрет, что физические нагрузки помогают нам вот крепче спать, да, хорошо спать. Руслан, вот ты во сколько ты ложишься спать и ложишься ли ты в одно и то же время? Ну, нет, в одно и то же время точно не получается, что все время. Всегда День по-разному. разный, всегда по-разному, да. Ага. А телевизор смотришь, вот наверняка перед сном еще в телефоне копаешься, да, там ленту посмотреть. Конечно, Ага. как не без Посидеть в социальных сетях, Да, да. ответить кому-то, этого. Да? да? Да, Мгм. абсолютно. А прогулки перед сном совершаешь? А вот это нет. Ну, если только по делам. А так, прямо чтобы это было в режиме, то такого нет, к сожалению. Ну вот исходя из всех твоих ответов, понятно, что у тебя нарушена гигиена сна. Мгм. Что может повлечь за собой, конечно же, неприятные последствия. Да? Наверное, большинство из нас страдает нарушениями сна. Что является причиной главной? Что делать и какие последствия могут быть? Смотрите в нашем следующем материале. Многие из нас даже не задумываются о том, сколько времени проводят во сне, а главное, как они его проводят. Ведь качественный здоровый сон обеспечивает нашу работоспособность, влияет на настроение и просто необходим для восстановления организма в целом. Вот в начале 21 века была открыта грим-лимфатическая система головного мозга. То есть анатомия мозга, она не до конца изучена оказалась, да? И именно в ночное время эта система активируется, когда человек спит, и накопившиеся за день токсины, вредные вещества через лимфатическую систему, они выходят из мозга, да? То есть очищают мозг, можно сказать. По сну человека можно сказать о многом, например, какие заболевания ему свойственны и что повлияло на их развитие. Люди, которые плохо спят, у них могут быть самые разные проблемы, не только неврологические, да, с тревожностью связанные, а это могут быть кардиологические проблемы, это могут проблемы быть связанные с лор-патологией, да, вот, например, обструктивное апноэ сна. Если человек храпит, то вот в течение ночи у него дыхание останавливается на несколько секунд. Если это все суммировать, то иногда получается, что в течение ночи там человек 1 час вообще не дышит. При выраженных проблемах со сном специалисты рекомендуют посетить сомнолога, который, в свою очередь, поможет вам разобраться в причинах плохого сна. Если действительно есть апноэ, да, вот это храп, да, так называемый, то надо обратиться к сомнологу, который проведет полисомнографию. Это такой метод обследования, когда снимаются и потенциалы мозга, электрокардиограмма, электромиограмма, там есть датчики, пульсоксиметр, датчик движения конечностей, да, и все это, как бы сказать, после этого обследования врач уже может точно сказать, сколько минут человек не дышит, да, во время сна, и что ему мешает вообще спать, да, и скорректировать терапию. Как отмечают специалисты, длительное недосыпание не только влияет на когнитивные функции человека, но и может привести к тяжелым заболеваниям, таким как инсульт или инфаркт миокарда. Почему-то получилось так, что я не мог уснуть. Вот, несколько дней я не спал, и пришлось попросить снотворное. На следующий день думал, уже все хорошо стало, начал уже спать. Режим сна, думал, я появился, но все равно через день опять все равно я не смог уснуть. Степан Тарасов – пациент неврологического отделения больных с острым нарушением мозгового кровообращения республиканской больницы. После недолгого эпизода бессонницы вследствие перенапряжения на работе у Степана случился инсульт. Инсульт, когда получился, я не мог, я был полностью оглушен, я не мог создать предложение, сказать. Вот такие сложные моменты были. Да, а спать я не мог, потому что мозг был сложен, короче. Перегружен. Да,
Среди причин плохого сна одной из наиболее распространенных является обилие поступающей к нам в мозг информации. Голубые экраны смартфонов, ТВ, скроллинг соцсетей способствуют перевозбуждению нервной системы человека, что, как следствие, приводит к нарушениям сна. При незначительных нарушениях специалисты рекомендуют проводить так называемую гигиену сна. Во-первых, надо ложиться в одно и то же время. Перед сном не увлекаться просмотром телевизора, гаджетов, да, но желательно как-то ограничить. Вообще убрать телевизор из спальни надо, да, не переедать. То есть последний прием пищи должен быть где-то за 3-4 часа до сна. Вот. Во-вторых, перед сном можно прогуляться. Вот это вот очень даже хорошо укрепляет на свежем воздухе, да, хотя условия у нас такие, да. Вот. Во-вторых, спальня должна быть хорошо проветриваемая, не должно быть жарко. Если все благоприятные условия были созданы, а качественного сна все равно нет, специалист может назначить противотревожные препараты или так называемую СИПАП-терапию, принцип которой заключается в подаче кислорода пациенту во время сна с помощью специальной маски. Надежда Кузнецова, Аэлита Махно, Якутск. Да, ну сон это такое дело. То есть, ну, в целом, несмотря на то, что я ложусь нерегулярно спать, смотрю перед сном телефон, и что еще было? Не гуляешь и не перед гуляю сном. перед сном. Тем не менее, я прям у меня как будто меня выключили и включили утром. Вот. Ну, есть повод задуматься, да? Ну да. О то здоровье есть лучше нашем еще в сделать. целом. А вообще мы с тобой еще по утрам просыпаемся, и не только мы, а вот вся наша команда, да, которая делает утро Якутии. Ну вот в 4 утра, да, в 4 утра мы просыпаемся. Зато это вчера я не секрет. лег, по-моему, в 9:30 есть. Да, надо пораньше ложиться, иначе не сдобровать, да, как говорится. Ну, а правильным должны быть не только сон и активность, но и наш рацион. Мы отовсюду слышим, что правильное питание может быть вкусным. Список полезных продуктов огромен, но в него входит кускус, например. Часто он встречается в ресторанном меню в качестве гарнира для мяса и рыбы или добавки в салат. Один из вариантов салата мы предлагаем вам приготовить с шеф-поваром Дмитрием Луневым. Доброе утро, Якутск! Меня зовут Дмитрий Лунев, я шеф-повар ресторана «Кабинет», и сегодня утром мы приготовим с вами салат из кускуса, овощей и креветок. Приготовление салата начинаем с нарезки овощей. Овощи я буду резать достаточно мелко, потому что кускус сам по себе очень мелкий. Нарезаю помидор также мелким кубиком. Красный лук, также мелким кубиком. Кускус очень универсальный продукт. Его можно использовать и на завтрак, и на обед, и на ужин. Это сложный углевод, подходит для правильного питания. Лучше его использовать, конечно, с какими-то белками. Сегодня я буду использовать обжаренные креветки, но можно использовать и какую-то готовую рыбу, курицу, любое мясо. Зеленый лук нарезаю также мелко. Добавляю резаный укроп. Добавляю кускус. Немного присаливаю. Черный перец. Сок лимона. Можно использовать ваш любимый уксус, винный, яблочный, виноградный. В общем, любая кислота подойдет для этого салата. Заправляю оливковым маслом. И тщательно перемешиваю.
Кладу на тарелку салат горкой. Творожный сыр, обваленный в кунжутном семени. Сверху на салат равномерно распределяю сыр. Также обжаренные креветки. Свежие креветки я слегка прижарил, предварительно замариновав соль, сахар, черный перец и обжарил буквально по минуте с каждой стороны. И присыпаю свежей зеленью. Салат с кускусом, овощами и креветками готов. Приятного аппетита! А в Алекминском районе открыли новый дом для редких видов животных, пункт Намана. Сюда завезены 10 телят бизонов, которых привезли из питомника Тымпына и Горного Улуса. Маленькие бизоны отлично перенесли долгий путь и уже начали исследовать свои новые просторы. Это событие – часть важного проекта по сохранению популяции лесного бизона, который поддержала Иркутская нефтяная компания. Цель проекта не только увеличить число этих удивительных животных, занесенных в Международную Красную книгу, но и создать для них безопасную среду свободной жизни. Работа продолжается, лесные бизоны получают шанс на новую жизнь, и я уверен, что их число будет только расти. Действительно, очень милые кадры. Кстати, маленьких бизонов я вот, по-моему, не видел. Вот тут сейчас на экране, да. Они прямо как маленькие такие. Ну нет, они, наверное, Такие счастливые, да? Ну, собаки тоже вот по снегу любят бегать. Да. Смотри, как выбегают. Не только бизоны счастливы, смотри, какие люди счастливые стоят, да? Ну, действительно, такое радостное событие. Вон человек. Да. Ну, кстати, я вот буквально вчера был на съемках очередного выпуска «Испытал на себе». Это было в зоопарке Артодайду, как бы испытывал на себе роль смотрителя. А их называют кипер, да, в зоопарке. Ага. Кипер. Вот я, кстати, насчет сна. Я сегодня проснулся, думаю, как будто я вчера в спортзал ходил, да, то есть у меня тут болит. Потом вспомнил, я же кормил бизонов и овцы-быков, то есть... Копал там, да? Ну, не копал, эти вилами накидывал сено. Ну, тяжелые предметы. Кушают они знатно. И плюс на свежем воздухе это Да, все получается, да? Да, одни плюсы. А какие новости там в зоопарке? Что так, там интересного на сегодня? Бурые Медведь еще не медведи, проснулся, кстати, в этом году чуть позже проснутся. И я так думаю, что, скорее всего, на следующей неделе, потому что будет потепление. А так, в целом, они просыпаются обычно 8 марта. Вот, что еще видел? Волков. Кстати, в зоопарке в зимнюю спячку ложатся не только бурые медведи, но и барсуки. Все остальные, кстати, да, я думал, что зоопарк вообще закрывается на зиму, а оказывается нет, он работает просто в зимнем режиме, но посещать его можно. Да, в минус 50, кстати, они все равно работают и при тумане, и при холоде. Ну, я думаю, сейчас сезон, да, откроется, люди едут на Ленские столбы, соответственно, и в зоопарк можно заехать. Да, по дороге, обязательно, семейный такой досуг. Кстати, неплохие планы на выходные, да? Отлично, отличная идея. Давно не была в зоопарке, при возможности надо обязательно съездить. Ну а темы сохранения популяции бизонов, символа природного наследия, к радости открытия свежего номера газеты. Оба напоминают, как важно беречь хрупкое равновесие между традицией и прогрессом. Ну действительно, никогда электронный девайс не заменит ощущение от открытия книги или свеженапечатанного выпуска газеты «Якутия». Об основных темах мы узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных новостях главной газеты республики. Как обычно, жизнь Якутии насыщена событиями и новостями. Главная тема нашего пятничного номера – «Весенняя столица». Мы расскажем вам о безопасности на дорогах, как убирают снег, куда обращаться при падении и как возместить ущерб. 14 марта якутский филиал ВГТРК отметит свое 20-летие. Мы побывали на ГТРК Саха, чтобы своими глазами увидеть, кто же работает над информационными выпусками, прямыми эфирами и радиопередачами. Расскажем об этом в специальном репортаже. Петр Киприянов стал 11-м героем России из Якутии посмертно, а родные ждали его в отпуск. Каким же он был, расскажут его близкие люди.
Если вы собираетесь в путешествие за пределы России, заранее позаботьтесь о валюте. Как отличить доллары нового образца, что лучше брать в поездку, подробно в этом номере. Гость пятничного выпуска – фокусник Дилустан Павлов. Он расскажет о своем детстве, об удачах и неудачах и своей работе фокусника. А также в номере вы узнаете, как школьники обучаются IT-профессиям, развивают свои цифровые навыки, о молодых актерах, задействованных в опере «Онегин», которую покажут 21 марта на сцене театра оперы и балета, и многом другом. Читайте Якутию, хорошего вам дня! Ну что, мы узнали, какие примерно новости и темы будут в свежем выпуске газеты «Якутия». А сейчас самое время узнать об актуальных новостях, произошедших к этому часу. Мы передаем слово нашему новостному блоку. Мы продолжим рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в совещании по вопросам взаимодействия с ПАО «Сбербанк» на текущий год по проекту «Цифровая трансформация республики». Участники обсудили идеи по внедрению новых технологий в различные сферы Якутии. А также эксперты выразили уверенность, что совместные усилия помогут сделать Якутию одним из лидеров в области цифровизации в России, способствуя улучшению качества жизни и созданию новых возможностей для жителей региона. Открыли лабораторию по искусственному интеллекту. Сейчас работаем над оцифровкой якутского языка, внедрением других проектов. Ну и, конечно, внедрили такую должность, как архитектора именно цифровых систем. И, конечно, вот эта двухдневная сессия направлена на то, чтобы выработать стратегию до 30-го года трансформации госуправления, в том числе, и представить ее в Минцифру России, и утвердить, конечно, понять для себя главное. И уже начать внедрять в этом году проект. Вот эта встреча с главой, вот это сейчас обсудили. В библиотеке «Маяк» Сайсарского округа прошло открытие второго сектора электронных услуг. Здесь жители смогут получить помощь в оформлении определенной документации государственных и муниципальных услуг. Так, вместе с открытием сектора в библиотеках имени Белинского и «Маяк» стартует акция по организации помощи в оформлении дальневосточного гектара и самозапрета на оформление кредитов. Проект работает совместно с централизованной библиотечной системой Якутска, в которую включены большинство библиотек столицы. На сегодняшний день в 8 из 18 ее филиалах действуют секторы электронных услуг. Сейчас хочу отметить, что получение услуг в электронной форме – это очень удобно для жителя. Он экономит свое время, может подать заявление в любое время дня и ночи. И повышение компетенции в сфере получения услуг – это достаточно такие требования времени, можно сказать. Да? И, соответственно, и для граждан, которые не имеют таких достаточных компетенций, сектор электронных услуг будет им в помощь, помогать получать услуги в электронной форме. Юные спортсмены Якутии борются за право участвовать на 22-й спартакиаде «Игры Банчары». В лично-командном республиканском первенстве по национальному многоборью участвуют 49 спортсменов, 26 юношей и 23 девушки из 26 районов. В первый день прошли состязания по прыжкам, вертушке и масс-рестлингу. Во второй юниоры соревнуются в беге и борьбе хапсагай. 16 юношей и 16 девушек, показавших лучшие результаты, завоюют для своих улусов путевки на «Игры Банчары». Первый день нормально прошел. Там истугулюсь, там тутумирги. Когда я прыгал, у меня спина болела, так что я там плохо пропрыгал. 24 метра. Если бы не спина, 25 метров спокойно сделал. Вертушка легко сделал. 40 раз, по-моему, 41. Но это мало. Мог бы и получше. Надеюсь, выиграю. Надеюсь, да, надеюсь на это. Хочу получить путевку и там участвовать. Я бокс заброшу и буду заниматься многоборьем. На этом все. До встречи. А искусство положительно влияет на настроение и позволяет получить эстетическое наслаждение. В эти дни есть повод посетить Национальный художественный музей на недавно открывшуюся выставку якутского художника-графика Афанасия Мунхалова. Ныне в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия идет выставка работ народного художника РСФСР
лауреата Государственной премии имени Аюнского Афанасия Петровича Мунхалова «Победа и мир», приуроченная к его 90-летию. Афанасий Петрович Мунхалов родился 10 января 1935 года в местности Кюндюль Чурупчинского района и уже к 7 лет от роду стал участником ужасной исторической трагедии Чурупчинского переселения. Осенью 1942 года 41 колхоз в составе почти 5000 человек Чурупчинского района были переселены в Булунский, Жиганский и Кобяйский районы. Как раз именно в Кобяйский район вместе со своей матерью Анастасией Афанасьевной и старшей сестрой Марфой и был переселен Афанасий Мунхалов, будущий художник. Мучения и тяготы военного времени на всю жизнь отразились в памяти будущего художника, и уже став большим творцом, Афанасий Мунхалов уделял большое внимание тематике военного времени. Пронзительную по своей боли и эмоциональной окрашенности серию линогравюр «Сага о Чурупчинском переселении» Афанасий Мунхалов начал уже в позднее время своего творчества в 2003 году. И работав в течение 5 лет, всего вышло 4 картины в технике линогравюры. Высокий накал чувств и осознание своей личной причастности к судьбе своего народа определили нравственный и эмоциональный посыл всей серии. Картина «Лошадки моего детства» – это метафорическое воспоминание из детства. Картины «У родного очага» и «Возвращение», тематика утраты близких и возвращения в родимые края, и картина «Суд», отражающая опустошение и разрушение на фоне сильной засухи, постигшей Чурупчинский район в 1942 году и ставшей непосредственно одной из причин случившейся трагедии. Также художник в эти свои работы добавляет массу собирательных сильных образов, такие как Сергей, родной Алас, белая лошадь. В картине «Суд» также и покосившийся, повалившийся Сергей прямо на череп лошади. И таким вот образом художник вводит зрителя в определенный мир и в определенное восприятие своих работ. Наряду с такими сериями Афанасия Петровича, такие как серия линогравюр «Добро и зло», «Победа и мир», сага о Чурупчинском переселении стала сильным завершением мунхаловских работ по военно-гражданской тематике. Эти поздние работы Афанасия Мунхалова вбрали в себя все мастерство автора, накопленное за долгие годы творчества. Художник огромного дарования Афанасий Мунхалов до конца посвятил свой талант родной Якутии, коснулся вечных тем добра и зла, войны и мира, о времени, о судьбах народа, не соврав при этом ни на одном резце, ни на одной линии. А данная серия линогравюр «Сага о Чурупчинском переселении» обретает еще более сильное звучание в год 80-летия Великой Победы. Мероприятия юбилейного 5-го молодежного фестиваля «Мус-Устар» начались в республике. Уже утверждены треки и положения конкурсов. О том, как будет проходить мероприятие, расскажет наш сегодняшний гость, руководитель волонтерского корпуса молодежного фестиваля «Мус-Устар» Евгений Амбросьев. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, интересно, да, как отбираются вообще волонтеры на Мус-Устар? И в первый ли год вы работаете? Получается, волонтеры на протяжении всего проведения фестиваля «Мус-Устар», самое первое, мы, по-моему, набираем каждый год более 100 волонтеров. Вот первый год было точно 100, потом было около 200 и так далее. Вот. И каждый раз варьировалось от количества треков, от количества мероприятий, проводимых в рамках молодежного фестиваля. Вот в этом году у нас будет трудиться 70 волонтеров. С 17 по 22 марта по каждому треку у нас определены мероприятия, по которым у нас имеется, вообще будут работать волонтеры, помогать организаторам и так далее. Да? Вот. Самый главный день, это, конечно, 22 марта. В Центре спортивной подготовки «Триумф» волонтеры будут буквально везде. То есть они будут помогать в навигации потоков людей, в рассадке гостей, рассадке районов, да, что очень важно.
рассадка, вот VIP-ложь, как мы его сами вот внутрянку называем, где садится правительство и так далее, да, то есть там нужно быть особенно крайне осторожными, крайне бдительными, и там волонтеры тоже будут работать. Также они помогают в работе режиссерско-постановочной группы. Вот, то есть там за сценой, на сцене и так далее. Вот. Вообще отбор волонтеров в этом году проводился с 10 марта. Мы провели собеседование для 200 волонтеров и отобрали 70 лучших. И буквально сегодня выйдут утвержденные списки волонтеров, которые будут помогать на фестивале. То есть те 70 человек, которые будут волонтерами, только сегодня узнаем. Только сегодня узнаем, да. Да. Ну вот судя по кадрам, да, мы видим там большинство это молодые люди, да? Да, Это и получается, студенты, да. да? У нас целевая аудитория это буквально от 16 лет Мгм. до... У нас есть на самом деле пожилые волонтеры, то есть мы их сами называем серебряные волонтеры. И это волонтеры, которым больше 55 лет, вот, получается. Вот, и в принципе, да, то есть у нас возраст от 16 и до 60 лет может варьироваться. Ну, также мы знаем, что есть направление «Твори добро», в рамках которого будет ежегодная премия «Доброволец Якутии». Можете рассказать про премию? Да, получается, в этом году мы проводим эту премию в 3-й раз. Эта премия направлена на выявление лучших волонтеров вообще, которые, ну вот, соответственно, подали заявки, да. Мы, получается, проводим экспертную комиссию, потом проводим заседание рабочей комиссии, где рассматриваем все заявки и выявляем лучших из лучших. Буквально вчера у нас закончилось заседание рабочей комиссии, где мы выявляли финалистов, победителей. Все очень ждут. Районы просто уже на низком старте. Они буквально вот каждый день звонят, спрашивают, когда будут результаты, чтобы быстренько найти проезд для какого-то участника, да, и, соответственно, уже приехать. Вот, и буквально сегодня тоже выйдут списки финалистов, да, финалистов ежегодной премии «Доброволец Якутии». И 20 марта у нас состоится торжественное награждение волонтеров, финалистов, с участием депутата Государственной Думы. Вот, мы очень ждем, мы очень готовимся и надеемся, что будет это очень круто. И главная номинация «Волонтер года» мы будем вручать на главной сцене Мусустара 22 марта на финале фестиваля. Евгений, такой вопрос, да? Вот что вас, скажем так, вдохновляет в работе на Мусустар, да? Вот, если вспомнить даже прошлые годы, да? Да, в работе на Мусустар это всегда, вот, ну, можно уже говорить всегда. Я 5-й год уже работаю с Мусустар, в принципе, и могу сказать то, что это всегда очень интересно, это всегда очень объемная работа, ты знакомишься с огромным количеством людей. Это всегда чем-то интересно, то есть каждый год он по-своему как-то уникален. И в этом году у нас Мусустар проводится целых 5 дней. Мне кажется, мы очень долго будем вспоминать этот Мусустар, потому что он, во-первых, юбилейный, во-вторых, он очень долго длится. И, ну, и количество волонтеров тоже достаточно большое, и они будут помогать во всех треках. И мы будем тоже везде содействовать работе этих конкурсов. Евгений, ну вот, как вы уже отметили, вы работали на каждом Да. фестивале. Вот по сравнению вот с первым, да, фестивалем, вот какие изменения за эти 5 лет Да, произошли? улучшаете ли вы как-то работу, да, возможно? Конечно, да. То есть, если первый год мы не знали очень много терминов, например, что такое корнеры и так далее, да. То есть мы потом начали уже полностью вникаться, теперь мы полностью, то есть, когда первый год нас обучали, приходили, ставили по местам, по точкам и так далее. То есть сейчас уже полностью это мы сами делаем. Мы знаем, что нужно Мусустару от нас, мы знаем, что Мусустар ждет от нас, вот. И мы просто ставим уже по опыту, можно сказать, да, мы полностью доверяем нашим организаторам, они полностью доверяют нам, и, в принципе, работа уже вот который год ведется очень слаженно и хорошо, да. Теперь нам стало интересно, кто такие корнеры. Корнеры. Да, корнеры — это замечательные площадки на 2-м этаже Триумфа. Это обычно вот такие маленькие площадки, на которых расположены организации, ведомства и так далее. Да? То есть, например, в прошлом году мы стояли с выставкой «Дети Азии». То есть там
большой плакат «Дети Азии», телевизор, идет викторина, волонтер стоит, раздает призы за ответы на вопросы и так далее. То есть это называется корнеры. Это маленькие такие площадки, в которых проводится интерактив. Ну, в том числе презентация. Да. Евгений, ну интересно у вас узнать, поинтересоваться, вот почему вы пошли в волонтерство и какой он сегодняшний вот волонтер, какими качествами? Волонтер должен, в первую очередь, мне кажется, должен обладать коммуникабельностью. Вообще человек должен быть максимально коммуникабельным, со всеми иметь хорошие отношения, да, с первого взгляда сразу дать о себе хорошее впечатление. И всегда мы говорим стрессоустойчивый, потому что любое мероприятие — это всегда какой-то стресс, что-то неизведанное, и волонтер может запутаться и так далее. Ничего страшного, в первый раз все бывает. Главное, впредь нужно быть стрессоустойчивым. Сейчас волонтер должен быть таким, я считаю. Я вообще начал с 2018 года, это очень давно, и неправда. Да, и по сей день занимаюсь волонтерством, получается. Это здорово, да. Спасибо. Что человек нашел свое призвание. Евгений, вам успехов. Конечно, чтобы все прошло на высшем уровне. Ну а тем волонтерам, которые сегодня узнают, что они вошли в список 70, мы тоже желаем удачи, успехов. И, конечно же, а тем, кто не вошел, не расстраивайтесь, да, потому что Муссутар еще будет. Да, конечно. Конечно. Ну а на телеканале Якутия-24 уже в это воскресенье стартует проект «Вот это да, дети». Наша съемочная бригада в начале года побывала в Мирном, где записала поющих детей алмазной столицы и города Ленска. Затем такие же съемки были организованы на юге региона, в Алдане и Нерюнгри. И вот настал час выступить нашим юным талантам в эфире. Первыми откроют конкурс «Вот это да! Дети» юные участники из города Мирного. Пожелаем всем детям успешного выступления. Кстати, в проекте может принять участие любой желающий. И вот каким образом. Победителей конкурса будет двое. Один, по мнению профессионального жюри, второго победителя выберут телезрители. Так что не пропустите первый эфир проекта в предстоящее воскресенье и проголосуйте за лучшего участника из города Мирного. Ну а в завершении нашего пятничного эфира предлагаем вам презентацию новой эвенкийской песни Иманы Сидоровой из села Хатыстыр Алданского района, посвященной празднику оленеводов Хуктывун. 4-й съезд оленеводов с участием делегатов из 20 районов Якутии, регионов России, Китая и Монголии пройдет в Якутске с 18 по 20 марта. А мы увидимся уже в понедельник в 7 утра на наших телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Всего хорошего и отличных вам выходных. Оленеводы! Пусть олени ваши множатся, пусть будет всегда у ОВНК олень, пусть будет всегда с нами наш